передача «Горизонт событий», и это Трикстер ТВ. Я рад видеть Георгия Заборского и Екатерину Гончарову. Мы сегодня говорим на тему экологии. Мы так немножко решили предварить традиционную Чернобыльскую неделю, конечно же. И, в принципе, про экологию говорить, мне кажется, может любой белорус, вооружен каким-то своей личной историей, каким-то своим инструментарием и так далее. И чтобы каким-то образом сделать тему более живой, мы ее заглавили «Почему экологическая проблематика, почему экологические темы, они не секси». То есть они, тоже модное слово употреблю, они не врусятся так легко. Вот я могу сказать, я скажу вот просто какую-то театральную историю. У нас много спектаклей про Чернобыль, например. Ну, я уверен, что вы не назовете, наверное, их ни один. Нет, я не справлюсь. Чернобыльская молитва где? Крылы холопа. Крылы холопа. А, например, то, что в Театре белорусской драматургии он идет уже 15 лет. Нет. И спектакль «Крыло холопа», кстати, называется просто «Чернобыль». Да. Они не использовали текст Алексеевича, они собрали документальный материал самостоятельно. Но зато только что вышел фестивальный фильм, совсем не наш, по Алексеевичу, по Чернобыльской молитве. Очень странный фильм, на самом деле, но это какая-то отдельная тема. Потому что там это красиво, понимаешь, там ощущение складывается, что мир стал как-то лучше и красивее, Припять стала такой интересной, романтически заброшенной. И вот если говорить про какие-то спектакли, да, то есть у нас есть вот тема там свободного театра, их самые знаменитые спектакли, быть Гарлем Пинтером, там у них самый такой кассовый. Или если говорим про Купаловский, все говорят, верните наконец тутейших, да, то есть вот такие темы у нас как бы они известные. А экологические, они вроде бы как бы заметаются. Я вам скажу, я испытала очень сильный шок, как-то попав совершенно случайно на спектакль «Листопад. Андерсон» у Купаловском театре. Он сейчас не идет, он шел как раз во время листопада. И он был так в кассу, мне понравилось название, я просто купила билеты и пошла. Я сидела на балконе, на бельэтаже, в общем, не в партере. И вы знаете, я испытала такой шок, думала, что просто вот упаду вниз, когда на сцену вышли актеры, это были все заслуженные актеры, они были все седовласые, как бы пенсионеры в парке. Что они делают в парке, как вы думаете? Играют. Нет, они защищают деревья, они пишут петиции, они собирают подписи, они делают все то, что я делаю на работе. В этот момент я подумала, что вот он, свет клином сошелся, искусство уже не в долгу, вот оно уже вот отвечает прямо на запросы общественности широкой, потому что таких у нас случаев много по городу, вот просто чуть ли не в каждом парке сейчас какие-то протесты. Вот. Мне кажется, что это как раз ответ на вопрос, почему труднее продвигать там, вирусным или каким-то другим способом экологические вопросы, потому что на самом деле люди так устроены, что противостояние человек-человек – это противостояние, которое гораздо проще запустить, которое гораздо интереснее и быстрее отзывается в тебе, чем противостояние человек-среда или человек что-то абстрактное. И в этом смысле, когда мы защищаем деревья, это кажется, что это чисто экологическая тема, но там есть момент, это человек-человек, чиновник, активист. И оно сразу запускается. А когда мы говорим, давайте все пересядем на автомобили на аккумуляторах, то это человек и что-то, да? Человек и абстракция, человек и экосистема, человек и энергия. И это гораздо сложнее визуализирующийся конфликт, гораздо сложнее себя в нем представить. Да. Я борюсь против чиновника, который хочет снести дерево или построить завод. Тут публика заводится. Я борюсь за то, чтобы мы поменяли вид топлива, а на самом деле большая часть экологии, то есть настоящие системные изменения, это не защитить деревья, а поменять вид топлива. Но вот это невозможно совершенно воспринимать эмоционально, да, очень сложно, очень длинная цепочка. Представить себе умерший мир из-за загазованности, из-за разрушения озонового слоя, из-за перегрева атмосферы и так далее, это гораздо сложнее, чем представить себе злобного, жадного дядьку, который хочет завод построить. Вот я согласна полностью с Гошей. Я считаю, что экология, она вообще лежит где-то в плоскости мировоззренческой, она лежит в плоскости ценностей. Причем ценностей не низшего порядка, а высшего. Тоже они где-то рядом с культурными ценностями. Там,
То есть человеку, который выживает, по большому счету, вот как у нас, в принципе, наверное, постсоветское пространство, несмотря на то, что уже и по 2 машины у некоторых, и квартиры есть, и холодильник забит, люди все равно выживают. Просто это их способ жить. И им очень сложно вообще подумать о чем-то, во-первых, вообще в принципе про это подумать как-то, чтобы отозвалось. А во-вторых, вот то, что ты говоришь, абстрактное, да, у человека, вот то, что я много размышляю над этим, это, наверное, философские какие-то вопросы, но тут дело в том, что где кончается человек, как бы, и позиция «я и мир», да, «я и окружающая среда». Даже в самом термине «окружающая среда» мне уже какой-то подвох. Окружающая кого? То есть вот я есть, а тут меня что-то, какая-то среда окружает. Я причем одна среда, а тут какая-то другая среда. И фиг его знает, дружественная она или враждебная. Она мне как бы не очень понятна. Вот, и получается, что человек, он как бы выделяет себя из мира. Это же вообще старая песня, там от Декарта, видимо, еще пошло, когда люди стали воспринимать со временем мир как просто такую вот гипермаркет, да, где я прихожу, беру, что надо, даже не плачу где-то, использую просто как ресурсную базу. Вот. Не чувствуя себя частью, да, потеряв вот эту вот соединенность с миром, да, свое, как бы, я заканчиваюсь, я тут царь зверей, вот, а дальше хоть трава не расти. Ну, вот на самом деле, в этом... У меня вот возникает вопрос просто. Я правильно понимаю, что в основном то общество, которое у нас сейчас есть, это общество с целью гедонизма, да, получать удовольствие от жизни? Леш, я поспорю. Нет, Я я поспорю. Я закончу просто свою мысль, потому что мы, вот я уже немножко затронул эту тему, зондировали почву для одного экологического проекта, сделали большое количество интервью, и мы словили вот эту волну напряженного отношения к экологическим активистам, который я бы так сформулировал очень грубо, почему они хотят поломать нам кайф. Точно. И это даже не только экологических активистов касается, а всех, кто как бы хочет что-то подправить в консерватории, да, или сделать мир лучше. Всех спасателей мира это касается, будь то социальных каких-то людей, которые хотят там что-то помочь как-то людям с инвалидностью и так далее. Мы вот эту фишку просекли, вот почему экология не секси, да? Мы просекли эту фишку пару лет назад, когда поняли, что все наши призывы, сортируй мусор, сортируй, блин, мусор, будешь жить вообще, только лузер не сортирует мусор. То есть и все, к чему мы вообще призываем людей, это все им усложняет жизнь. И человек, который выживает, вот представьте, он там живет от зарплаты до обеда, ему все трудно, неважно даже, если у него этих денег хватает, у него просто вот такой способ жить, повторюсь, и тут мы его еще нагружаем сверху какими-то тем, что у него вообще в картине мира нигде нет. У него нет никакой окружающей среды. Окружающая среда – это вот стены его квартиры, там, его машина и еще что-то. Какая, блин, нафиг окружающая среда? Вот. Мало того, мы его еще говорим, поставь 3 ведра на кухне и начинай сортировать. Иначе вот все. И люди естественным образом, они как белый шум это все воспринимают. Все вот эти призывы мы усложняем, хочешь, мы усложним тебе жизнь? Я знаю как, да? Хочешь усложнить себе жизнь, спроси у меня как. Вот активисты всех мастей должны ходить с такими большими значками. Вот. И поэтому мы стали пересматривать все. Где-то мы уже поднаторели, и судя по тому, что к нам приходит много людей на акции, к нам просто приходят люди в зеленую сеть, с идеями, там, в принципе, много нас, действительно, как Гоша сказал, вот, значит, мы где-то все-таки у нас получается. Мы стали искать, как нам это сказать по-другому. Ну, то есть, такой привет маркетологам, объяснить на языке клиента, да, и втюхать ему каким-то каком эти экологические ценности. Хорошо, можете тогда? Да. Леша, мне просто еще вот в эту тему я сейчас... мне кажется, важно сейчас, что я вне, в общем-то, нашей экологической тусовки, то есть у меня есть друзья в экологической тусовке, у меня есть друзья-активисты, у меня есть какое-то свое представление о том, что я делаю для того, чтобы систему подправить, но в целом я смотрю на это извне, да, и вот меня очень отзывает, я еще хотел бы в архив куда-то положить твой вопрос про гедонизм, он важный, но мое внешнее личное впечатление извне о том, что представляет собой активистское экологическое движение в Беларуси, я вижу 2 подхода. Я вижу подход напугать, вот этот самый конфликтный, да, тут деревья, суки, вырубают, да, или там Чернобыль взорвался, страшно, чтобы 2-й раз не было. Но это подход напугать, он не на всех работает, потому что, вот меня хрен напугаешь, да, я могу участвовать, но не из-за испуга. И 2-й подход, который вроде как про секси, да,
будь более здоровым, будь более правильным, это модно, парни любят экологичных или девчонки любят. Но это все подается под каким-то очень таким прикольным сиропом, односторонним. То есть, когда мне говорят экологический образ жизни, я себе представляю залитую солнечным светом утреннюю комнату с красивым сосновым полом, молодая красивая пара рекламная просыпается на красивой кровати, пьют фреш, потом садятся на велосипеды и куда-то едут. Во-первых, они едут явно не по зиме, да? Они едут явно летом. Во-вторых, у них явно, вот это некая эстетика определенная. Как только я пытаюсь себе представить туда вставленного бизнесмена или панка, оно не ложится. Я не могу себе представить на самом деле эту же эстетику, протранслированную для президента банка или для там, панкоты, для моих друзей-инженеров и хакеров. Да? Вот не ложится. И что-то пропущено. Пугалки есть, а вот способ соблазнять из 1000 способов выбран один. То есть, если бы мы так подходили в сексе, то секс был бы у каждого 1000-го, потому что вот под одни вкусы нашли, да, у нас весь секс почему-то, например, был бы сконцентрирован вокруг розовых чулок. Вот розовые чулки, да, а больше ничего нет. И в этом смысле все не работает. Нужно соблазнять веером. Как ты соблазнишь панка, банкира, директора завода, чиновника, молодого архитектора? Как? Есть действительно разнообразие этих, не знаю, вариантов, способов цвета чулок? Или, потому что мне вот маячит, если говорить о какой-то актуальной повестке там, экологов, вот год назад мы очень плотно сотрудничали в рамках там, 30-летия там, аварии на ЧАЭС, и там везде педалировалось, вот ЧАЭС это плохо, но Островец это будет вообще капец. И там в лучшем случае альтернативные какие-то источники энергии. И действительно, ну, это тема, которую, мне кажется, не продашь. Вопрос был, именно, есть ли какое-то разнообразие? Ну, то, к чему мы пришли к периферии темы, то есть такое помежье. Возможно, потому что экология в чистом виде, вот что дикая природа, что проблемы, это все вы правы, это где-то пугалки, где-то очень узкоспециализированное что-то, в чем сложно разобраться, да идите вы вообще не грузите, и так далее и тому подобное. Но у людей же, и вот то, о чем мы говорили тут, что это очень молодая ценность для нашего общества, экологические ценности молодые. Ценности культуры, там, ну, какие-то, право на труд, понимаете, было давно, а право на благоприятную окружающую среду – это молодое право. Ну, это действительно интересное так. Выражение, молодое право, да, молодая ценность. ну, то есть оно, ну да, может быть, меня там поправят социологи или кто-то, но это действительно так. Оно вот в Швеции все чики-пуки с экологией, да, ну, лучше намного, чем у нас, скажем так, есть свои вопросы. Но можно в Стокгольме пить воду, по-моему, из реки, ну, где-то, и не умрешь, тут не упадешь сразу зеленого цвета. Так они шли к этому 100 лет. Ну, лет 70 точно. Вот я специально этим вопросом занималась, то есть это не одного дня путь. И если у нас люди, вот смотрите, попробуйте вывести белорусов на площадь за ценности культуры. Пойдут? Ну, конечно, пузыри наши пойдут, наверное, какие-то, кто вокруг нас. Тут как называется, потому что, в принципе, язык ценность культуры, а за мову, я думаю, можно вывести людей на площадь. Ну, сколько? Ой, ну я, если честно, из-за чего они вышли? Из-за того, что попытались у людей отнять деньги. И вот, к сожалению, вот это вот древняя ценность, она работает это хорошо. приводит еще к одному моему наезду на наше экологическое движение. А за экологию выйдет еще меньше. Поэтому, ну, как бы к вопросу о том, какие средства ищем. Ищем мы в пути. И так вот, как бы, мы же не кастрюли продаем. Поэтому есть какие-то сложнее. хорошие да, примеры? Так вот смотрите, вот, например, есть культура постарше, можно к ней апеллировать. Но культуру больше людей подсевших. У нас, скажем Я бы сказал, что, по-моему, еще меньше, чем на экологию. Да. Ладно. Ну, я стараюсь подсаживать, но дилеров мало. Дайте какую-нибудь другую тему. В общем, моя идея в том, что мы сейчас пытаемся экология и культура, экология история, экология искусства, экология литературы, экология кино. То есть, понимаете, разные сферы, которые людям более понятны, вносить туда микродозами, капать потихонечку, меняет цвет. Понимаете, добавлять немножечко зелененького сюда, туда. Ну, людей надо приучать. Нужен какой-то промежуток, наверное, достаточно большой временной, не год, не два, для того, чтобы люди, они просто вот у них в эфире появилось, вот вокруг них, в информационном поле что-то навязло, чтобы они уже
не пугались, не начали воспринимать хотя бы, какие-то слова выучили там. И, конечно, где-то это поначалу агрессивно, да, с этим мусором, уже вот здесь вот этот мусор дожил у меня, вот, и так далее. Но меня гораздо больше интересует экология, вот именно как система ценностей, как система мировоззрения, как человек в мире. Вот у меня есть еще один ответ на это. Как раз вы заговорили про периферию, да, ты заговорил про выходить на периферию темы, где она смыкается, но я вижу одну точку, куда никто не идет, и которая выстрелила, в принципе, везде в мире, где что-то происходит правильно, и где система, правда, настолько перестраивается, насколько ее нужно перестроить, чтобы сделать жизнь экологичной. Это единственное пересечение, это экология и бизнес. Потому что если брать, например, США 30-летней давности, США сейчас, то огромное количество бизнес-проектов делается именно с тем, чтобы изменить технологии производства, изменить технологии потребления, изменить методы потребления. Например, были такие там химик-архитектор Макдонах и Браунгард, которые написали свою Rethinking the Way We Make Things, и там речь шла именно о том, как перестраивать бизнес так, чтобы зарабатывать больше, потому что у тебя правильно выстроенная система, в которой меньше отходов. То есть, что мы сейчас делаем? Мы приходим к бизнесмену и говорим: чувак, введи в своем кафе залоговые кружки, чтобы пластик не выкидывать. И чувак думает: возьми больше, клиенту неудобно, а мы ему еще залоговые кружки. Мы можем кого-то уговорить, да, но это очень сложно. В другой момент мы приходим к клиенту и говорим ему: введи у себя залоговые кружки, и у тебя будет вот этот экономические плюсы. А у твоего ну и клиенту говорим: бери залоговые кружки. То есть мы... Вот эта тема экологии и бизнес, я не вижу ее поднятой, да, у меня ощущение, что в эту сторону никто не идет. Здесь нет инфраструктуры, вот даже вот с тем же мусором, да я буду сортировать, так у меня же никто ее не вывозит правильно. Так чтобы никто сортировать вывозили, надо построить из этого бизнес, кому-то должно быть выгодно. Кто-то производит ведра удобные, красивые, кто-то там вывозит, кто-то перерабатывает, кто-то продает. А кто-то извлекает тяжелые металлы и продает их химической промышленности. Всем хорошо, на каждом этапе цепочки. Но и где-то у нас, кстати, в этой цепочке мусорной, там целое вообще несколько звеньев провалено, потому что все, в общем, ладно, не буду вас грузить. У меня еще короткая история. Мы как раз год назад тоже показывали один. Мне очень нравится эта работа, этот спектаклик из маленького городка Краснополье, да. И когда мы показали этот спектакль экологам, они взяли как раз свою историю Краснополья, там огромные проблемы, там огромное количество выселенных деревень, они сделали сами этот документальный спектакль, свои истории рассказали, там 2 истории Алексеевича использованы, а все остальные местные, локальные. Люди, которые там все вместе собираются, у меня было ощущение античного театра. То есть весь город смотрит на то, что как бы происходит, там город-то небольшой, там 500 человек собрались, это, не знаю, треть города практически. Вот. Но у экологов возникли вопросы. Там был мощный лейтмотив о том, что вот экология нарушилась, там ЧС это прошла, нам все говорят, что мы должны умереть, а мы живы, всем назло. На что активисты из зеленой сети говорят: да вы дураки, что значит вы живы, да? Оно вас убивает, но она укнется там через какие-то годы и все остальное. И вот то, что в этом спектакле как бы найдено, вот эта мысль, она очень боевая, она вот про торжество какого-то человеческого духа, она вот про борьбу с индустрией. И на самом деле, мне кажется, вот этот ЧАЭС — это символ краха вот этой вот индустриальной модели развития общества, потому что в какой-то момент оно нас убивает просто потому, что мы не в состоянии адекватно это контролировать. Да. И вот это вот восстание машин — это на самом деле взрыв Чернобыльской АЭС. Леш, чтобы бояться того, что ты потеряешь адекватный контроль, надо вырасти в обществе, в котором у тебя есть в других сферах возможность контролировать. То есть это еще история про то, что вот текущее поколение, выросшее при текущей власти, это поколение, у которого никакого контроля ни за какой сферой своей жизни никогда не было, и напугать их тем, что они потеряют контроль за островцом, и там что-то рванет, вот ёбнул островец. Это невозможно, потому что так и так все время это происходит. У меня нет никакого контроля. У меня сейчас бизнес отобрали, завтра запретили на машинах по городу ездить, послезавтра еще что-то, я ни в чем не принимаю участие. И в этом смысле пока не возникнет вот это ощущение, что у меня вообще так руль в руках, а его какая-то сволочь технологии отнимает, ничего не будет. Поэтому в Америке опять проще. Мне кажется, что как раз в этом возможна вот какая-то тема секси. Вот возьми свою жизнь, там, свою руки, контролируй себя. Кучу всяких дискомфортных вещей. Это же надо взрослеть, понимаете? Это хорошая тема. Это же идет целая куча, вагон ответственности сверху. Сейчас за все отвечает Лукашенко. За наше счастье и за наше несчастье. Вот. И он во всем виноват.
А мы тут вот рабы такие бедные, и мы вот все тут воюем, и получаем все время по шапке. Я как бы, я утрирую сейчас, но все равно неважно, Лукашенко, папа, начальник, все время кто-то есть, кто ответственен за наше счастье, и кто виноват в наших несчастьях. Но это точно не я сам. Это даже не проблема, получается, экологии. Да, и не это самое проблема. С интересное. экологией, знаете, все хорошо. Консерваторию трогать не надо. Не подправляйте ничего в консерватории. Займитесь собой. Тогда поясните мне такую вещь. Я тоже вначале немножко затронул. Она как раз касается вот всей нашей структуры экологической деятельности нашего общества. Вот что я вижу. Я вижу, что у нас все, как вы говорите, чики-пуки на локальном уровне. То есть вот у меня, например, подружка в Гродно делает экологический детский садик. У нее даже как бизнес-модель это, кстати, выстроены, и более-менее это все работает. Вот я вижу какие-то эко-маркеты везде, я вижу какую-то вот движуху, какие-то вот где-то есть дворы, где вот разделение мусора не вызывает там негатива. Да, это как-то все побеждено. Потом, я увидел, кстати, меня это тоже очень сильно впечатлило, год назад у нас был тут просто парад флагов, к нам приехала тут вся Европа, лидер фракции зеленых там Европарламента, и я понял неожиданно, что Беларусь вот на этом супер верхнем наднациональном уровне, она присутствует, она хорошо встроена, очень хорошие контакты, да. Но у меня нет ощущения, что какая-то экологическая тема, она присутствует вот на этом вот среднем уровне. А средний это кто? Ну вот в моем понимании это, не знаю, на уровне белорусского правительства, на уровне там райисполкомов, горисполкомов. У меня нет ощущения, что вот там сидят люди, которые учитывают вот этот вот спектр интересов. И, возможно, во многом поэтому очень многие вещи буксуют и проваливаются. Ну, нет, у нас есть как раз-таки аж два министерства. Одно лесного хозяйства, второе Минприроды, собственно, призванные защищать и приумножать. Но в последнее, и надо сказать, отдать им должное, что Минприроды это одно из самых открытых министерств. Мы с ними в хорошем контакте, мы как бы ходим друг к другу в гости, мы ругаемся на них в соцсетях, они нам отвечают, они читают наш зеленый портал и так далее. То есть у нас идет взаимодействие. И даже вот, это как редко у кого, кстати. Да, редко. То есть я знаю, что с Минобром или с Минздравом это полностью закрытые структуры, и туда вообще обходишь их стороной за 2 улицы. Вот. А здесь как бы вроде как все более-менее. Но проблема в том, что последние годы, и даже вот мы болото отстояли вместе с Минприроды, 8 территорий, где хотели добывать торф, это одна из известных таких компаний, болотная. Минприроды, как бы мы шли с ними под одними флагами, это был редкий случай такого хорошего взаимодействия, и мы отстояли эти территории. Сейчас министр, к сожалению, больше озабочен природопользованием, как и все в нашей стране. То есть не защитой, да, а пользованием и зарабатыванием, добычей природных ископаемых, не охраной, как бы. То есть опять торф будут добывать все-таки или нет? Ну, не будем о грустном. Торф добывать может не будут, но лес продавать будут и пилить. Да, то есть тут есть много всяких вопросов, но на международном уровне вы совершенно правы. Беларусь выглядит очень красиво, у нас очень красивый закон. У нас конституция очень красивая. Вот, и когда наш министр где-то выступает, все ему радостно рукоплещут. Плюс Беларусь еще более 20 конвенций международных подписала и каким-то образом их тут выполняет, к чему у нас есть масса вопросов, мы их заявляем во все международные структуры, но на это смотрится где-то сквозь пальцы, где-то как-то, то есть, но даже дело не в Минприроды, то есть там у нас все красиво, шильды красивые висят, люди где-то есть везде честные, хорошие люди, тут как бы специалисты, которые горят душой и все такое. Но, понимаете, вот если у вас есть теплица, да, и в ней растут там баклажаны, помидоры, огурцы, перец, и в теплице 3 градуса температуры, да, плюс 3, и вы приносите обогреватель и фен и дуете на помидоры, хотите, чтобы они покраснели, вот, но они не покраснеют, потому что в теплице плюс 3 во всей. То есть в лучшем случае поднимется во всей теплице на 1 градус, но помидоры не покраснеют. Точно так же говорить об экологии в системе общего кризиса государственной системы, об одном каком-то министерстве, да неважно вообще даже на каком уровне мы говорим. Потому что рыба гниет с головы, вот, средний уровень, там всякие инспекции, комитеты, они подчиняются, ну, у нас же вертикальная структура. Поэтому везде как-то вот, меня больше, знаете, что удивляет?
То, что все-таки на фоне вот этого тотального антиэкологизма, в общем, и когда горстка каких-то организаций у нас, которые внятно что-то говорит про экологию, но все равно это очень маленький охват, наш охват маленький, все равно, откуда ни возьмись, появляются люди волшебные, они приходят к нам в зеленую сеть, как правило, это молодежь, поколение X, Z, Y, не знаю, P там, и в них как будто это уже встроено. Вот как будто они приходят и такие: о, класс, или может они чего-то не знают, им скажешь, и это все входит как к себе домой. То есть и они тут же и сортируют, и думают правильно, и как-то вот откуда они берутся, чудо чудесное. Вот тут два момента, да, с этими молодыми людьми, это у меня, вот эта часть у меня относится к тому образу, о котором я говорил, да, вот, то есть есть некий сегмент общества, к которому даже я не отношусь, к которому это симпатично, и к которому вот этот подход, он уже готов. Они просто хотят сортировать мусор, да, но есть вот огромный кусок общества, которому это не продашь. То есть I don't buy it. И я про него хочу поговорить, потому что, на мой взгляд, здесь виноваты, мы, активисты, да, в этом смысле я тоже активист, я стараюсь эти ошибки исправлять. Что происходит? У нас есть, как мы говорим, да, министерство, есть Министерство природопользования. Министерство природопользования справедливо, как оно и поставлено государством. Оно не пользование, оно охраны. Оно Министерство природных ресурсов. Ресурсы нужны, чтобы их использовать. Природных ресурсов и не пользования. Неважно. Когда мы говорим природные ресурсы, конечно, понятно, я по-другому сформулирую. Любое министерство нужно для того, чтобы что-то обеспечивать деятельность. Учитывая, что у нас экономический кризис, причем достаточно масштабный, далеко не только в Беларуси, нужно производить деньги, да? Нужно производить средства из чего-то. Пока мы не научимся той стороне, чиновнику, бизнесмену, говорить, какие выгоды он извлечет, ничего не будет на самом деле. То есть, и это наш вопрос. Мы должны научиться, мы должны придумать для них эти выгоды. То есть одно дело, я говорю, не руби Беловежскую пущу, потому что ты козел, рубишь Беловежскую пущу. Первое, что возникает, желание меня выгнать. Да? Как только я говорю, не руби Беловежскую пущу, потому что этот придумал классный бизнес-план с привлечением 50 партнеров и созданием из Беловежской пущи классного туристского заповедника, смотри, сколько денег нам за следующие 50 лет. Где здесь ценность? Тут ценность денег. Здесь нет, понимаешь? Суть в том, что нет никаких ценностей, то есть для системы нет ценностей сегодня, кроме финансов. Он сегодня зарабатывает на охране Беловежской пущи, завтра он зарабатывает на рубках. Какая разница? Он идет на зарабатывание. Разница в том, что мы, как технологи, те, кто создает технологию, должны создать технологию, которая позволяет на охране зарабатывать больше, чем на рубке. Я думаю, что мир меняется на самом деле только так, да, то есть Тесла ездит и продается потому, что она хорошо ездит и хорошо продается, а не потому, что она встроена. То есть, когда у тебя равные две вещи, ты берешь более красивую. У меня вот сейчас возникает такой вопрос, это вот как раз о чем я споткнулся, и я ответа на самом деле на это не получу, что у нас есть вот какая-то дырка внутри, и меня на самом деле это сильно пугает, потому что действительно это можно экстраполировать на всю Беларусь в принципе, потому что у нас есть вот это вот огромное количество людей, которые снизу готовы предлагать и встраиваться. У нас есть на самом деле на идеологическом уровне очень много идей простроено, и вот хорошая работа там министерства и хорошие контакты это только подтверждает. Но вот эта вот дырка, она на уровне инфраструктуры, на уровне каких-то конкретных людей, исполнителей, на среднем самом важном уровне. Я правильно понимаю, что это попахивает просто вот модным этим словом failed state, да? То есть у нас вот по сути дела это колосс на глиняных ногах, который, не дай бог, ткнет кто-нибудь, вот что-нибудь серьезное случится, это может разрушиться мгновенно. Да. Вот этот тонкий культурный слой. Это он так и есть, его сдует. Ну, его не сдует. Не сдует. Он есть уже внизу, в принципе. Мы очень надеемся. Вы знаете, вот недавно было исследование на 3 страны о гражданственности. Исследование о том... Очень смешные результаты, да. Ну, там мы просто поражены были тем, что 16% белорусов – это очень большой процент. Такого нет ни в Украине, ни в Молдове, где проводилось на 3 страны это исследование. 16% белорусов сказали, что охрана, защита окружающей среды – это дело ответственности их, как граждан. Ух ты. Прикиньте, мы сами очень были удивлены. Эту позицию я пропустил в исследовании. Я там много другого увидел, а эту я пропустил. Что тебя поразило? Интересное. Ну, меня там поразило то, что многие с трудом называют, какие у них есть права, как у людей.
Вот это возвращаясь, да, к вопросу о том, что когда ты живешь в механизме, которым ты не рулишь, то тебе совершенно пофигу, какие у тебя есть права, потому что, как и в машине, тебе они тогда не нужны. Ты же не за рулем, ты на пассажирском сидении. Как пассажир, говорю, у которого прав нет. Ну, ты на велосипеде как раз ездишь. Да. Хорошо. Ну, кстати, вот очень коротко, да, про велосипед. Последний, мне очень хочется тронуть это. Ты сказал про гедонизм. Да. Правильно, то есть, понимаешь, мне кажется неправильным определять, что у нас вот даже верхушка бизнеса, кроме очень экзотических отдельных персон, настроена на гедонизм. Будь это так, я был бы страшно счастлив, потому что гедонизм очень разнообразен, и через гедонизм общество все равно развивается. То есть, хотя, то есть это тоже механизм. Мы скорее о закрытии страхов. То есть у нас есть очень большой накопленный опыт бедности, неуправления собой и так далее. И тот, кто вырывается, что он хочет? Он хочет себе собственный коттедж, классный автомобиль, правда. И безопасность, в смысле у него есть финансы, еще дом на Канарах. Да? Чего он не хочет, он при этом не ищет больше удовольствия, больше опыта жизни. То есть гедонизм – это изучение опыта жизни. В этом смысле мой велосипед шоссейный – это еще одна грань гедонизма, потому что гонять с огромной скоростью по трассам – это адреналин, это удовольствие, это радость. Да? То есть гедонизм может… То есть экологию можно продать через гедонизм. Чувак, пересаживайся на велосипед, до хрена новых впечатлений, хотя бы на лето. Но запроса нет гедонистического. Это правда, об этом у нас очень мало говорят именно об удовольствиях. У нас, в принципе, много еды, но очень мало вкусной еды. Смотрите, хороший пример. Как говорить о климате? Вы знаете, что с изменением климата исчезнет красное вино, кофе, шоколад и Венеция. Но еще это немножко. Опять через исчезнет. А теперь попробуем это сказать не через исчезнет, а через появится. Вот что нам нужно сделать, чтобы сохранить красное вино? А дальше вы хотите? Вы любите красное вино? Обожаю. Почитайте, что нужно сделать, но чтобы тут его скорее, сохранить на другой страничке. Но тут скорее нужно обратное. То есть это все равно через угрозу и страх, а я не боюсь, не трусливый я. Да исчезнет что-то, плевать. Но если мне говорят, чувак, правильно выстроенные экологичные виноградники позволят получить вино такого уровня, которое последний раз было в конце 19 века, и тут я думаю, черт, а я хочу попробовать, я хочу, как аристократ 19 века, пить 12-летнее хорошее вино с уникальных виноградников, да, но я лучше про виски, да, вот односолодовый виски классный, я хочу его. И в этом смысле, если мне скажут, что экология даст мне, то есть правильное экологически выстроенное землепользование даст мне более качественно, позволит создать в Беларуси классный самогон. Да, в этот момент я приду. Не когда мне сказали, что самогон исчезнет, потому что рванет Островец, а когда мне сказали, что самогон появится, потому что мы поставили правильные ветряки. То есть попробовать через соблазн все-таки. У тебя будет классная гедонистическая штука. Например, здоровье сейчас очень нам играет на руку. Это опять в той узкой группе. Вот в той узкой группе. Мне кажется, вот смотри, ты апеллируешь к гедонизму, это хорошо, но это вообще, мне кажется, очень немногих людей можно зацепить через гедонизм. Ладно, это может быть спорный момент. То есть я могу сказать, здоровье, да, сейчас... Мне кажется, наоборот, через здоровье никого нельзя зацепить, говоря из моего опыта. Что если у человека есть ценность собственного здоровья, но это все равно, знаете, это все равно связано со взрослостью, с ответственностью за свою жизнь, за себя. Потому что вот тут я готов спорить бесконечно, у нас, правда, эфир, как я понимаю, заканчивается, но я готов спорить, потому что я не уверен, что летчик-испытатель человек не взрослый. Это опаснейшая работа, которая тебя убьет точно. То есть, может быть, не в 5-й полет, а в 38-й, а может в 108-й. Мы не берем такие крайности. Мы сейчас про средненьких говорим. Так я о том, что средненький человек не заботится о здоровье. Ну, дети аллергики. Я не забочусь об здоровье. Да, если... Видимо. Мне кажется, это такая тоже акцентуация. Но у меня вот возникает, я все-таки вот эта тема гедонизма, мне кажется, перспективной, потому что мы уже сказали, два этих механизма. Либо полюбить каким-то вот особенным способом, либо напугать, да. И меня вот интересует, у меня действительно в моем вот этом вот фейсбучном пузырьке огромное количество людей, которые любят получать удовольствие в Грузии. То есть они там находят природу, людей. То же самое вино, о котором сейчас говорили. Да, они любят кататься там в Испании, там проводить зимы и все. И Минск, опять-таки, он очень в этом смысле рифмуется с экологией, он вдруг вызывает отторжение. Ну, это обычно по Минскому. Это вот
только здесь могло такое серое быть, только здесь могут нахамить, только здесь могут наступить на ноги. Мне это на самом деле не очень приятно, потому что я вот стараюсь вот эту тему расширять свою окружающую среду как можно дальше вокруг своей там квартиры, дома, чего-то еще. И у меня, я могу найти в экологах в этом своих партнеров. То есть мы можем вместе с экологами не просто там убирать, там, не знаю, территорию. Понятное дело, что это связано с гедонизмом, потому что тогда будет лучше гулять. Но вот, я не знаю, делают экологические, там, не знаю, турниры по футболу, или экологические там подводные шахматы, или поездки там на лошадях, потому что много говорят там про зеленую еду, и эти экофермы, они сейчас появились в Минске активно. Но это воспринимается именно, не знаю, как какая-то индустрия, про которую как раз Гоша говорил. Сейчас, да, сейчас уже оно выходит в тренд постепенно. Не только в ценностях, вернее, в гражданских правах, там, белорусах и ответственности, но сейчас уже есть эти супер эко-маркеты, Пастернак, там, всякие. То есть сейчас уже, по-моему, у нас эко, даже кто не эко, далеко, все равно вешает себе шильду эко, потому что это становится модным где-то. И это хорошо, надо все равно пройти этот этап. Как бы где-то это может быть фальшивка, естественно, потому что вот я еще поспорила бы насчет бизнесменов, особенно международные компании, которые сотрудничают с Европой, которые филиалы европейских. Там же есть стандарты определенные, там зеленые офисы всякие. Нет, мы сейчас говорим о вынужденном, это стандарты, а я говорю о том, как продать им изменения технологии. Постепенно оно захватываются какие-то круги, и то, что белорусы часто, вот вы говорите, ездят, да, в Европу в тут же, они видят, что по-другому, они чему-то там больше доверяют, там, качеству продуктов, вина, там, чистоте воздуха, чему-то еще. То есть у них начинает просто это вот где-то шевелиться, раскачиваться, но для этого всего нужно время. Оно вот так вот как бы, ну, никак не получится. Но тут есть еще одна сторона, то есть просто говоря, опять вот о том, что ты сказал, люди, которые любят ездить в Грузию. То есть я человек, который привык путешествовать наружу, потому что, куда-то, да, и там получать удовольствие. У меня очень интересный опыт там последних нескольких лет, и особенно вот последнего года. Я не хочу уезжать из Минска, меня тут держит. Не то, что у меня там, не знаю, нет денег сейчас на поездку или нет фестиваля, который бы мне ужасно интересно в Минске сейчас. Да. Я думаю, что это еще одно измерение, да, то есть оно абсолютно гедонистическое. Мне нравится все, что я делаю в течение суток, кроме 1 часа, когда я сужусь с клиентом. Но этот 1 час легко окупается всем, что у меня здесь происходит. В этом смысле там, проект, который мы делаем как раз с партнерством зеленой сети Вулиса Бразил, она про это, про то, что, то есть это улица, задуманная как праздник и пространство получения удовольствия, и в нее сразу встроены зеленые технологии. Там сразу мы сейчас создаем систему сортировки мусора, зеленая сеть этим занимается и так далее. Ну, то есть, вот, мне кажется, что это более правильное измерение. Мы создаем классное пространство с классным режимом жизни, хотя бы для маленькой группы населения, чтобы она туда пришла и получила этот кайф, а заодно там есть экология. То есть, не экология здесь как двигатель, а экология здесь как один из компонентов нормальной еды. Да, там, не знаю, растительное масло входит в 70% рецептов. Вот это экология, этого надо добиться. Создаем что-то клевое, а в нем как нормальный модуль лежит на здоровое потребление, там, все ценности экосистемы. Последний вопрос задам. У меня возникает вот момент конфликта внутреннего вот этого активизма. Он касается, мне кажется, не только экологических сотрудников, но и всего. Вот мы мельком об этом поговорили. Заточенность на борьбу. Вот мне кажется, если вот это действительно конфликт, не знаю, лучшего с хорошим, если действительно получится какой-то, что бороться действительно на самом деле не с кем, пойдет ли это легче? Знаете, если будет больше, там, не знаю, каких-то людей, или это мой личный какой-то миф? Мне вот вообще очень грустно это слышать. Мне грустно слышать про то, как вы воспринимаете активистов, экоактивистов. Это то есть, что это я пересказал как раз восприятие. В принципе, много кто так воспринимает. Какой-то оголтелый активизм, там, который бросается под бульдозеры, защищает деревья и так далее. Но активизм, во-первых, бывает разный. Очень разный. Мы называем себя между собой миссионерами.
Но мы понимаем, что миссионеры – это как бы такие люди. Во-первых, они, можно тут и камнем получить, и распинали миссионеров у нас, там, и сжигали и так далее. То есть тут на этом пути может всякое случиться. Но миссионера как бы видно издалека обычно. И вот мы поняли, что чтобы мы вот так вот нас не воспринимали как этих активистов. О, так это же экологи, это же вот они там бунтуют, это же вот... То есть экология воспринимается как какая-то дурацкая борьба, а когда человек настроен на гедонизм, он настроен на отдых, он на радость жизни настроен, ему не хочется в это влазить даже. Это, ну, нашим хочется, судя по тому, что вот когда мы постим, как деревья защищают, ой, как все читают и смотрят, сразу у нас просмотры подскакивают на сайте. Когда мы пишем про что-то хорошее, это значительно меньше людей интересует, к сожалению. Ну, аварии, катастрофы, интриги, расследования и так далее. Как ни крути. И целый активизм, он как раз вот туда хорошо вписывается. То есть такие есть. Но я лично, и я вам говорю, что точно говорю, что есть другие активисты, которые... Ну, у меня, вот я просто разовью эту тему. Да. Может быть, тогда обществу как раз и нужны экологи именно вот в этом своей ипостаси. Именно вот нужен какой-то экстремизм. Нужны, пускай это будет экологи. Нужны просто три механизма. Их хватает, но их должно быть много, что люди же разные, чтобы они могли как бы увидеть себя, если я не хочу стоять там с топором, ну, то есть без топора, наоборот, прикованным к дереву, а я хочу на другом уровне вообще, я хочу разговаривать с властями. Поэтому мы там, помните этих в немецком парламенте, в Бундесвере, экологов, да, они такие с бородами, партия зеленых 70-х в свитерах, Да, вот да. такие как геологи Фишер, наши да. советские, да. Вот мы сейчас, как бы, мы тоже выглядим вот так вот, нас сразу видно издалека, о, экологи идут, активисты с топорами, миссионеры идут защищать. Так вот, это точно вот не тот путь, которым надо идти. Поэтому мы сбриваем бороды, одеваем вот пиджаки и идем на высший уровень. Идем на международный уровень, идем как бы на уровень литературы, искусства, просто пытаемся пойти к другим людям, и чтобы они не увидели в нас активистов, а увидели в нас таких же, как они, чтобы мы могли вступить в диалог, Вот чтобы я мы бы могли тут, рассказать. вот тут я бы влез уже, ну, то есть как бы по основной специальности, как стратег, да, а не как, то есть как то, чем я занимаюсь на самом деле. То есть что я вижу? Что нужно, то есть вот сейчас это все равно разговор о том, что мы видим, как мы себя подадим, да, мы сбриваем бороды, мы снимаем смешные свитера, мы одеваем костюмы, мы идем в парламент. А я бы повернул это наоборот. Как нам сделать нами же еще три группы? То есть я вижу три группы. Я вижу молодежь, которой нужен, ну и не только молодежь и люди как раз чуть старше среднего возраста, которым нужен бунт и борьба, им нужна борьба. И там эко-панк, эко-активизм, эко-анархизм, все что угодно с борьбой против чего-то, это не обязательно борьба против системы, да, это не обязательно борьба против власти, это может быть борьба против бизнесмена, это может быть борьба против другого активиста, это все что угодно. Борьба. Кого-то мы этим можем позвать сюда, и это классно, потому что молодежи, ну, есть период, да, когда ты либо бунтуешь, либо мудак. Согласна, но они просто круче всех. Но есть вторая группа, да, есть вот эти люди, которые готовы классно жить. Дайте нам, то есть позовите нас, потому что мы будем классно и интересно жить от этого. Есть третье, самое многочисленное. Мы хотим делать бизнес или делать свое дело, если я чиновник. Зарабатывать. И вот эту вот середину тоже надо зацепить. Не к ним прийти в костюме, чтобы они тебя зауважали, а дать им инструмент, сказать: ребята, экология ваш инструмент, с ней можно вот так деньги зарабатывать, перестроил технологию на своем заводе, то-то, то-то стало. Да. И вот, а этого никто не делает. То есть я не вижу людей, Есть которые экономика, делают вот это. но она у нас тоже такая немножко Как профанирует. любая Да. экономика. Хорошо. Конституция. Мы действительно, получился у нас очень боевой разговор, и мне очень понравилось, что у нас есть какие-то даже концептуальные выходы по этому поводу всему. Ну что, мне кажется, это даже не конец темы для Трикстера, и, возможно, мы даже в ближайшее время будем что-то делать, что-то собираться по этому поводу. В любом случае, это очень интересно. Это будет анонсироваться дополнительно. Спасибо большое, Георгий, спасибо, Екатерина. С вами был «Горизонт событий», я, Алексей Стрельников. До встречи в эфире.